Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы работаем в прямом эфире абхазского телевидения. Помимо бесплатных эфиров, распределенных Центральной избирательной комиссией, наш канал предоставляет кандидатам дополнительное время. Язык ведения этих 30-минутных эфиров определяет сам кандидат. Сегодня гость нашей студии – кандидат в вице-президенты Сослан Салакая, идущий в паре с кандидатом в президенты Артуром Анкваб. Вместе с нами вы можете наблюдать за таймером на своих экранах. Добрый вечер. Ставка. Салакай Сослан Шатаевич родился 27 июня 1965 года в городе Сухум. В 1982 году окончил Сухумскую 10-ю среднюю школу имени Нестора Лакоба. В этом же году поступил в Абхазский госуниверситет на историко-юридический факультет. Окончил в 1987 году. С 1987 по 1990 годы обучался в аспирантуре Абхазского института языка, литературы и истории имени Дмитрия Гулия. С 1991 года работает преподавателем, старшим преподавателем, затем доцентом кафедры истории, археологии и этнологии. С 2002 года является старшим научным сотрудником АБИГИ, а с 2011 по 2017 годы заместитель директора по научным работам, кандидат исторических наук, доцент АГУ. Женат, отец 4 детей. Добрый вечер, Сослан Шатаевич. Но нынешние президентские выборы, они беспрецедентны по количеству участников. Но то, что люди из ученых кругов баллотируются на высшие должности в стране, это не редкость вообще в мировой практике. И в том числе у нас в Абхазии есть прекрасный пример Владислава Ардзенба. Но ваше появление в этой гонке удивило общественность в том плане, что у вас нет политической платформы, вы не проявляли такой политической активности, как остальные команды. Наверное, есть этому какое-то объяснение, и как вы сами можете объяснить ваше неожиданное появление в этой президентской гонке? Добрый вечер, уважаемые зрители, добрый вечер, Нала. Ну, наше появление, наверное, это опять же вызов времени. Понимаете, если ситуация в Абхазии, к сожалению, не самая благоприятная, и выход из нее должен быть найден, да, и решен только всем народам сообща. На взгляд человека, который возглавляет нашу команду и мнение которого я разделяю, к сожалению, наша политическая элита слишком разделена, и приход к власти наиболее известных кандидатов другой частью этой же элиты и частью народа будет воспринят как поражение собственное. Да? Мы же действительно не слишком связанные с элитой, да, с нынешней политической элитой, возможно, и придем к власти для того, чтобы объединить все противоборствующие силы. Конечно, все говорят, мы за объединение, но сами понимаете, реально, да, не всякий проигравшая сторона пойдет к другому. Я думаю, ни у Артура Миродовича, ни у меня, таких проблем не будет. Но когда вы вообще решили, что будете участвовать в этой гонке? Я скажу откровенно, я для себя, да, это решил достаточно недавно. Мнение Артура Миродовича было более известно, но я достаточно не люблю публичную политику, это не значит, мы ей не занимаемся, но не любитель публичных этих. Но в этой ситуации, когда мой старый друг, коллега, товарищ предложил мне это, я посчитал, что отказать тут я ему не могу, не имею права. Следующий вопрос не задать не могу. В обществе многие считают, что ваш тандем с Артуром Анкваб – это некий пиар-ход. Потому как кандидат, с которым вы баллотируетесь, носит фамилию такую же, как и у бывшего президента страны. Как вы вообще это можете прокомментировать? Да, я не первый раз слышу, да, что мы проект то ли хаггинбовский, то ли
Александр Золотинский на самом деле стоит за нами, хотя формально чтобы зрителям немножко объяснить, да, вот кто-то может быть да, введен в заблуждение, выдвигает других кандидатов и так далее. Я понимаю эти опасения. Такая ситуация бывала. Вот помните, несколько лет назад, да, арденбовцы, как казалось бы. Да, и сейчас, даже я как-то полушутя говорил: Артур, тебе мешает фамилия. Но, понимаете, даже ради политической выгоды все же поменять свою фамилию, ну, не стоит. Тут это просто, ну, так совпало, понимаете. Да, ну, с таким вопросом к вам тоже обращались? Нет, к нам обращаются, пишут и так далее. Правда, за нами видят такие силы, да, что удивительно, как все остальные кандидаты не пришли к нам, да, но это только разговоры. Вы большую часть жизни посвятили науке, определенный вот опыт вами накоплен за эти годы. Если так случится, что ваша команда пройдет, выиграет эти президентские выборы, и вы займете пост вице-президента, как этот опыт вы планируете использовать, и какую конкретно пользу вы можете принести стране на этом посту? Любой накопленный опыт, конечно, пригодится любого человека. Но вы историк-теоретик. В том числе и исторический опыт, я думаю, пригодится, ибо, да, как говорится, история ни к чему не учит, но жестоко наказывает тех, кто ее не знает. С другой стороны, в общем-то, мы и претендуем на то, что... Не претендуем на то, что мы знаем все. Мы претендуем на то, что наш опыт, в том числе теоретически, поможет нам собрать команду профессионалов, которая решит стоящие перед Абхазией проблемы. А вы знаете, вот конкретно какими вопросами именно займетесь, вот, если будете вице-президентом? По Конституции, как вы знаете, вице-президент может решать лишь отдельные поручения президента. Но я все же рассчитываю, что сферы мне наиболее близкие, образование, наука и так далее, ну, будут отчасти, да, поручены мне. Потому что с вице-президентом действительно надо решать. Или эту должность надо упразднять. Если народ решит так, то никаких проблем. Или наполнить его каким-то содержанием. Наука и образование, вот о вопросах, о которых вы говорите, здесь в этой студии, в том числе и кандидатами, немало обсуждались, и мнения разделились. Одни считают, что вообще в стране существует острый дефицит кадров и специалистов, другие, наоборот, считают, что специалисты есть, но их не привлекают к работе. Вот вы к какому мнению больше отдаете предпочтение, да. И если есть проблема в образовании, то как ее решать? Проблемы в образовании, конечно, есть. И начиная с дошкольного воспитания, и в школьном, и в высшем образовании. Если было бы странно, да, всюду не совсем хорошо, а лишь в образовании все замечательно. Так, к сожалению, не бывает. Я не скажу, что у нас мало хороших специалистов. Наши и учителя, и воспитатели детских садов, и работники высшей школы, многие из них настоящие подвижники и настоящие специалисты. Но вместе с тем, вместе какой-то дефицит. Вы знаете, во многих школах нету целых групп преподавателей. В свою очередь, это не позволяет людям по этой специальности поступать в вузы, и обратный процесс, значит, и выпускник, и не получается тот же, да, и не попадает тот же выпускник. Да, надо на первом этапе, может быть, особенно это касается сельской школы. Вы помните, еще наш ректор Олег Алексеевич Барамин, будущий, разрабатывал программу «Сельский учитель» и так далее. Ну, пока, может быть, привлекая городских, да, учителей в школу, это будет и учителю какой-то приработок, да, и в селе этот. Я принципиальный противник того, чтобы говорят, закроем сельские школы, или там укрупним школы и так далее, и так далее. Нет. Хазаги, Ахот Апсвара, да, и так далее, Хапсуа, и так далее. Абхаз Апсвара возможно только при сохранении села. Если в школе не будет села, народ оттуда уйдет. Понимаете? Мы сейчас к экономическим немножко вопросам перешли, я про это хочу спросить. Но проблемы науки и образования вы предлагаете решать вот с низшего звена начать? Ну,
И слишком нет, их надо решать комплексно, само собой, потому что у науки чуть-чуть иные проблемы. Да, многое мы опять вынуждены будем возвращаться к экономике, потому что, хотя я профессиональный, как говорится, историк и вроде честный гуманитарий, но понятно, что, как когда-то Наполеон говорил, в войне нужны деньги, деньги и еще раз деньги, то и тут нужны, они всюду нужны. Потому при наличии экономической стабильности и экономического благосостояния эти проблемы решаются гораздо лучше. Ну, и вы быстрее. опередили мой вопрос вот про деньги. Мы много вот за последние дни слышим слова реформы, шаги, какие-то предприятия, но все это, конечно, требует финансовых затрат. Вот где найти этот финансовый резерв в стране? Ну, первое, с чем мы пошли, да, на выборы, это борьба с коррупцией. Извините меня, доходы Абхазии не слишком велики, но и население не такое большое. Да? К сожалению, значительная часть не попадает в госбюджет. Вот я думаю, и Артур Миронович идет именно с этой целью, и этим меня привлек, что мы попытаемся минимизировать расхищение государственных средств, и это скажется на наполняемости нашего бюджета, а потом уже пускать эти средства на нужды. Конечно, одним этим не обойдешься, там есть привлечение инвесторов, привлечение этих и так далее, но с этим, наверное, вам гораздо лучше объяснять как специалисты в экономике, чем если я буду вам это все рассказывать. Ну, например, за счет уменьшения коррупции вы будете пополнять бюджет, но общество, связанное родственными отношениями, маленькое общество, бороться в таком маленьком, в нашем обществе, мы сами понимаем, что это сложно. Как вот вы готовы, например, на такие радикальные меры посадить родственника, там, соседа, такие Поймите, на самом меры, деле... они же противодействие Да, со стороны общества понятно, вызывают противодействие, но, знаете, вот в 70-е годы Великобритания, мировая держава, тоже была поражена коррупцией. И Маргарет Тэтчер за несколько лет благополучно решила, относительно полностью коррупцию победить нельзя. Как рецепт? Очень просто. Она говорит, я всего лишь 400 человек поставила на нужные места. В Абхазии, понимаете, и 400 не надо. Надо 20, 30, 40 ключевых постов, чтобы заняли честные, порядочные люди. Если в Абхазии нету 40 людей, которые не могут не украсть, тогда не знаю. А у вас есть вот такая команда из тех, кто готов честно работать на благо Родины? Ну, и у нас есть такие люди, но самое главное, в чем мы идем? Мы готовы протянуть руку всем. Да? И я думаю, каждый из претендентов, каждый из кандидатов в президенты и прочие, да, знают немало честных и компетентных людей, которые могут работать в составе этой команды. Экономика – это вот вопрос, который уже, возможно, поднадоел, но, тем не менее, от него мы никуда не можем деться, потому что как экономика – это основа государства. Вот у вас есть шаги, которые позволят развить экономику в будущем? Какие-то конкретные идеи? Ну, понимаете, единственное, что, конечно, у нас такие идеи есть, просто рецепты выхода из кризиса, они, в общем-то, стандарты, да, и я, наверное, повторю то, что уже и 5, и 10 раз подряд люди слышали, и, тут скажут, да, конечно, вот вчера он подслушал там, или позавчера выступление кого-то и повторил. Хотя, это мировая практика, от нее никуда не денешься, и изобретать велосипед, смысла нет. Ну, а конкретно что вот вы можете сказать? Какие отрасли? Конкретно что? Конечно, в первую очередь, на что мы должны ориентироваться? Мы должны ориентироваться, это мировой, общепризнано, да, всеми нашими этими. Конечно, надо возрождать село и надо возрождать сельское хозяйство. Надо возрождать перерабатывающий процесс. Само собой, туризм. Да? Мы не можем
строить гигантских заводов и фабрик, но какая-то местная промышленность. Ну, государство без этого просто существовать не может. Также торговля. Мелкий и средний бизнес, грубо говоря, средний класс является основой любого государства. К сожалению, этот средний класс у нас практически отсутствует, и наша задача помочь в его становлении. При этом, да, действительно, наша идеальная цель, чтобы о президенте и вообще о правительстве вспоминали лишь, посмотрев телевизор, да, там, на приеме каких-то иностранных гостей, торжественных мероприятий и так далее. Люди должны обеспечивать себя сами, а то иногда бывает стыдно, понимаете, что люди выстраиваются на прием к президенту с просьбой о помощи. Да не обязательно на прием к президенту, даже к нам не успели мы объявить это, люди обращаются с просьбой о помощи. Кандидатам вы имеете в Да, виду? даже кандидатам. Почему? Никто, понимаете, мы достаточно гордый народ, да, что просто так, но нужда вынуждает этих людей даже у нас, у кого-нибудь искать помощь. Вот наша задача, чтобы такого не было, чтобы скорее мы обращались к народу, да, с просьбой поддержки, а не наоборот. Очень много раз я тоже слышала о том, что вот люди любят перекладывать ответственность на общество. Да, общество виновато, общество не готово к изменениям общества, там люди не готовы жить честно, люди не готовы жить по правилам. Как вы считаете, вообще правильно вот так перекладывать ответственность? Ведь государство — это институт принуждения, да? Мы будем жить не по правилам, пока нам это позволяют. Категорически не согласен с тем, что наше общество не готово. Вы посмотрите на наших же тех же лихачей, которые тут вроде бы наплевать на все законы, правила дорожного движения. Стоит ему переехать за Псол, как он соблюдает все правила. То есть там, где есть требования выполнять эти нормы, он сразу становится законопослушным гражданином. Так и у нас. Наши люди очень законопослушны. Просто, понятно, когда никто не выполняет норм закона, то любой спрашивает, собственно говоря, никто, а почему я? Да? Но если же он увидит, что все выполняют, и наша цель как раз начать сверху. Да? Извините меня, только сотрудник ГАИ не останавливает какого-нибудь члена правительства, это потому что он знает, что ему за это завтра, да, или даже сегодня будут какие-то санкции. А если он будет знать, что за это его не только не взыщут, но и наоборот поощрят, и тот же министр, который якобы торопится на какой-то, да, на работу, выйдет на 10-15 минут раньше и доедет до работы по правилам. А как вы сделаете так, чтобы этот закон действительно работал, и закон был вот во главе всего? Вот как вы, что вы можете, какой рецепт предложить можете? Рецепт один – выполнение законов. Причем надо начинать вот тут, не снизу, а сверху. Начиная с нас самих. Извините меня, нарушил правила движения вице-президент, обогнав, проехав на красный свет, также должен заплатить штраф, как и рядовой гражданин. Это, грубо говоря, так. А дальше, если министр, президент, чиновник совершил тяжкий поступок, несмотря на свое положение, он должен также отвечать перед законом. И тут депутатская неприкосновенность, иммунитет президента и так далее не должны играть никакой роли. Но сейчас нас телезрители смотрят и думают, вот как вы им можете доказать, что вы сможете, чтобы закон в стране заработал? И работал всегда, что закон будет работать. Понимаете, доказать сейчас я это никак не могу, да, пока этого не будет, да. Можно, конечно, сказать, клянусь мамой, да, или там еще что-нибудь, но это, опять же, не доказательство. Доказательства могут быть лишь по мере того, как оно будет действовать. Но ваша команда всегда в рамках закона действует? Вот члены вашей команды, люди, которые в вашей команде? Я надеюсь, да. Я надеюсь, да. По крайней мере, не знаю, чтобы ко мне были какие-то претензии, что мы совершаем что-то
что-то противозаконное. Я почему спросила? Потому что вы говорите, что личный пример Да. это вот главный аргумент в пользу того, чтобы зрители поверили, что и закон будет работать. Ну, я поступаю по закону. Если так, то да, я поступаю по закону, плачу за свет, плачу за газ и прочее. За это тоже плачу. В общем, команда тоже должна демонстрировать. Ну, само собой, иначе, понимаете, если бы я не верил Артуру Миродовичу, я просто не дал бы этого согласия. Ну, пристальное внимание сейчас ко всем кандидатам приковано, и мы все следим за тем, как они себя ведут. Вот последняя ваша встреча с несколькими кандидатами в Очимчирском районе. Да. Такое ощущение было у многих, что нет соперничества между вами. Это что, такой моральный уровень нашей гонки высокий, или как объяснить? Ну, понимаете, в принципе, это должно быть нормальным явлением. Абхазия маленькая страна, мы все друг друга знаем. Ну вот, возьмем моих коллег вице-президентов, да, скажем, Аслан Чекербеевич, мой однокурсник, Рафаэль Шлатарович, ну, учился годом старше меня, но мы близкие друзья. Про многих других могу сказать то же самое. Почему, за что я должен его поливать грязью или он меня? В конце концов, 25 число наступит. Ну, и после 25-го наступит и 26-е. А мы должны ведь потом посмотреть друг другу в глаза. Ну, это неприемлемые технологии, но спор, такой адекватный спор с аргументами, вот этого не было у вас на встрече в том числе. Ну, понимаете, на самом деле споры были, но просто этот формат имеет свои преимущества, потому что не надо 10 раз собирать людей, да, слушать это. С другой стороны, при таком формате времени мало, да, и раскрыть полностью свои программы тоже достаточно сложно. Но мы все же пытались тем самым показать, что мы друг другу действительно не враги, и что все можно решить совместными усилиями. О том, что второй тур неизбежно будет, уже многие говорят, в общем-то. И в случае, если ваша команда пройдет во второй тур, можно ли говорить вот о создании такой новой коалиции, о создании новой оппозиции, о слиянии вот этих команд, которые как раз вот мы наблюдаем во встрече, о которой мы сейчас говорим? Опять же, такой вариант рассматривается вами? Опять же, я сказать этого не могу, понимаете? Ну, мы не знаем, во-первых, будет ли второй тур и кто в него выйдет, хотя, само собой, мы не участники олимпийского движения, да? Если мы приняли участие в гонке, то, может быть, это покажется самоуверенным для кого-то, но в надежде, что мы победим. Но объединение же было у нас в практике. Объединение, я думаю, в любом случае будет и во втором туре, и после выборов. Я говорю, наша цель – объединить общество и предложить всем, давайте работать вместе. Ну, я думаю, это уже насущная потребность, и она будет реализована. У нас немного эфирного времени остается. Еще один вопрос я бы хотела обсудить с вами. Критерии к выбору президента. Вот в последнее время и наши интервью обсуждают в обществе очень много. Мне кажется, немного приоритеты сместились. То, как владеет кандидат родным языком, абхазским языком, участник ли он Отечественной войны народа Абхазии, это бесспорно, это болезненные для нашей страны темы, но вам не кажется, что мы немного акценты сместили, что это становится главным критерием отбора? Ну, понимаете, пока память о войне действительно свежа. И что касается абхазского языка, не забывайте, абхазский язык – единственный государственный язык. Да? И то есть было бы нелогично, если у власти в стране окажется президент, не владеющий государственным языком. Да? Что касается Отечественной войны, это, да, болезненная тема, в частности для меня, да, скажем, как неучастника войны, да, я, к сожалению, по болезни, да, ну, со зрением проблемы, но я думаю, пока это очень важный фактор. И, конечно, через 10-15 лет он естественным путем отойдет на второй план. Потому что
Ну, участники войны уже просто по возрасту не смогут выставлять свои кандидатуры, но знание государственного языка, думаю, ну, останется там. Конечно, это не значит, что он участник войны и все. А Да? какие еще, вот, например, какие важные качества, Первые которые... основные качества – это профессионализм. На наш взгляд, должны быть два основных критерия при занятии, да, это компетентность и честность. А опыт работы, например, на какой-то руководящей должности должен быть? Ну, опыт работы желателен, но не всегда обязателен. Вы приводили пример того же Владислава Григорьевича Арзельба, да, до того, как он стал директором института в 88 году, только института, да, он не занимал, ну, по большому счету, серьезных, да, никаких руководящих должностей, но, тем не менее, как видите, прекрасно справился и с функциями верховного главнокомандующего, и президента, и так далее. Опыт, конечно, желателен, но только опыт. Посмотрите, а многих ли из бывших и нынешних чиновников, опытных людей вы хотели бы видеть опять на тех же местах или даже еще выше? Ведь не только опыт, все же компетентность и честность, я думаю, тут не менее важны, а может и более. Около 2 недель до выборов остается, и вот исход скоро будет известен. Вот в вашем случае, если ваша команда вдруг не пройдет, вы не победите, дальше как, оставите политику или какие-то планы у вас есть дальнейшие? Что касается лично меня, то скорее всего, да, я и пошел в политику в основном, как говорится, и то ведомым лишь потому, что, ну, чтобы как-то поддержать человека, в идеи которого я верю. Если когда-то, да, все же скажут, что ты востребован в политической деятельности, об этом я подумаю. А так, но что касается Артура Мироновича, я думаю, он в политике еще пригодится. А основное эфирное время, выделенное на вот интервью, у нас подходит к концу. Нас ждет еще блиц-опрос и ваше обращение к избирателям. Блиц-опрос. Первый мой вопрос. Наша национальная валюта псар или рубль? Ну, к сожалению, реальная валюта – это рубль. А псар – это так. Дань нашему патриотизму. Как относитесь к просящим милостыню? С пониманием, но, к сожалению, очень часто не могу им ничего подать. Ну, дали бы, если была возможность? Если была возможность, смотря кому. Но в большинстве случаев – да. Не поощряете иждивенчество таким образом? Ну, понимаете, очень трудно на самом деле просить милостыню. Если он человек до этой точки зрения дошел, то значит иного пути он не видит. Самый ваш лучший день, он был или вы ждете этот день? Ну, я думаю, что, скорее всего, он был, но, как и всякий пока еще живущий человек, надеюсь, что он еще будет. Почему не в президенты? Ну, и у меня нету для этого достаточных качеств. И последний мой вопрос. Суверенитет или безопасность? Я думаю, вы понимаете вот в условиях наших вот геополитических. У нас была война за суверенитет. То есть, я думаю, независимость пока для нас краеугольный камень абхазского государства. Сослан Шатаевич, у нас около 3 минут эфирного времени остается, и вы можете обратиться к избирателям с обращением после отбивки. У вас есть возможность обратиться к избирателям. Уважаемые избиратели, я обращаюсь к вам с тем, чтобы вы сделали осознанный выбор, и обращаюсь к тем, что к нашим коллегам и так далее. Мы думаем, что мы понимаем проблемы, стоящие перед нами, и мы верим, уверены в том, что можем их решить. Но это не значит, что если вы сделали иной выбор, мы видим в вас врагов.
Главное, голосуйте не столько сердцем, сколько разумом. И просто не забывайте, что после 25-го будет 26-е, 27-е и дальше. И жизнь продолжится. И надо сделать все, чтобы дальше жизнь была только лучше. Сослан Шатаевич, вижу на таймере у нас еще 1,5 минуты. Обидно было бы не воспользоваться этим временем. Ну, что еще могу сказать? Могу, конечно, сказать, что наш приход через 100 дней, через сразу сразу жизнь улучшится. Рецепт сиюминутного этого у нас его нет. Если бы он у меня был, поверьте, даже если я не занимался политикой, я бы с ним с удовольствием поделился. Но мы идем, чтобы работать. Мы идем, чтобы облегчить жизнь всех. И, уважаемая интеллигенция, я понимаю, что мы в последнее время оказались на задворках, в том числе и политики, да, что мы перестали быть учитель и педагог, перестало быть престижным. Наша одна из главных целей, чтобы и это вернуть престижность тому образованию, что образование и компетентность, образованный и компетентный человек найдет себе применение. Сослан Шатаевич, благодарю вас за интервью. Желаю вам удачи на предстоящих выборах. Спасибо, спасибо. Спасибо всем. Уважаемые телезрители, напоминаю вам, сегодня гость нашей студии был кандидат вице-президента Сослан Салакая, который идет в паре с кандидатом в президенты Артуром Анкваб. Смотрите прямые эфиры на нашем канале в 21:00 каждый день. На этом я прощаюсь с вами. До свидания.